Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину. А тема звучит так. Как его понять? Чего он хочет от вас? Вот чего на самом деле он хочет. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на своего мужчину и давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть так, какая банальность, боже мой. Так, девочки, чего же он хочет? Любви он хочет вашей, любви и преданности. Любви и преданности, чашу хочет. Вот говорит, чаша есть, но она не полная. Вот мне не хватает твоей любви. Я хочу тебе доверять, но не могу. Да? Вот докажи, покажи. Уверь меня, да, чтобы я мог тебе полностью довериться и поверить в твои взаимные чувства. Смотрите, мужчина сходит с ума. Ему кажется, что у него есть соперник. А может быть, вы действительно в других отношениях, и у него и правда есть соперник. Эта ситуация его просто разрывает на части. Вот у кого-то мужчина прям и очень сильно похудел, и кушать не хочет, и ничего не хочет. Осунулся даже, да, на этой почве. Вот прям то ли оговорил вас кто-то, то ли он там что-то не то увидел, там сам себе надумал, придумал. И теперь ходит и мучается. Вот претензия здесь вот именно в верности и в любви. У кого-то отыграется, что мужчина считает вас равнодушной стервой. Простите за слово, но прямо оно идет из потока. Да, возможно, он чего-то от вас ждал, либо там сам себе что-то придумал, но вы не среагировали, либо как-то по-другому среагировали. И теперь он ходит, страдает и мучается душевной болью. Для девчонок, кто действительно просто общается, встречается, и никакого ответа, там, никаких клятв любви и верности вы не давали, ему очень хочется, чтобы вы в него влюбились вот прям по уши, и чтобы только его, и чтобы прям навек, да, и только с ним. Вот, не знает, не понимает, как этого от вас добиться, не понимает, что бы ему такого сделать, предпринять, чтобы влюбить вас в себя. Так, мужчина вышел неплохой, но с каким-то сложным периодом жизни. Он, кстати, на вас, девочки, все ставки сделал. Вот прям всю свою жизнь положил на вас. Вы у него как единственный светоч, да, к которому он может дотянуться, протянуть свои руки. Знаете, как мужчина говорит, кроме тебя у меня никого нет. Либо ты единственная женщина, кого я полюбил, либо кому я доверился, поверил. Вот не подведи меня, не предай. Вот скажи мне, что любишь, докажи мне свою любовь. Докажи, что предана мне, что нет у тебя других мужчин, да, либо нет планов там, с другими мужчинами общаться. Вот ему бы хотелось вас, вот как у мира у всего, украсть, чтобы вы, он и больше никого. Пары, девчонки, кто замужем, да, кто смотрит на мужа, дети, да, маленькие дети, может быть, у вас недавно ребенок родился, либо ребенок маленький просто, да, и вы все свое время свободное посвящаете ребенку, уходу за ребенком. Он очень ревнует, он понимает, что это глупость, что это неправильно, что так не должно быть. Он тоже любит ребенка, но он с собой ничего поделать не может. Вот, ему вас не хватает. И вот на ребенка он смотрит и думает, как же так, да, это же мой ребенок. А я вот ревную, я хочу, чтобы у меня было больше времени с моей женщиной. А моя женщина все время посвящает нашему ребенку. Какая-то безумная дилемма. Здесь нужны разговоры, и, может быть, действительно вам внедрять какие-то романтические вечера, либо, может быть, его как-то привлекать к тому, чтобы он помогал вам с ребенком, чтобы вы могли
выделять время и для себя, и для этого мужчины. Может быть, няню нанять, либо кого-то из родственников попросить, чтобы с ребенком помогали. Ревнуют, прям ко всем ревнуют, ко всему ревнуют, к телефону ревнуют, к телевизору, не знаю, к подруге, к ребенку, опять же таки. Ревность тут просто зашкаливает, она сводит его с ума. Если он у вас стал какой-то обидчивый, психованный, но это все из-за ревности. Из-за ревности и из-за того, что в жизни какие-то неприятности у него происходят. Женщины, кто постарше, у кого есть взрослые дети, взрослые внуки, то же самое, очень ревнуют. Вы очень часто говорите о своих детях, внуках. Конечно, это не в вину вам, но на его взгляд, ему бы хотелось, чтобы вы больше ему внимания уделяли. Если вы с мужчиной общаетесь в интернете, либо как-то на расстоянии живете, в разных домах живете, девчонки, либо почаще приглашаете его к себе, либо сами к нему почаще выезжаете. Здесь такой у вас период критический вышел, когда мужчину нужно успокоить и дать ему то ощущение, в котором он нуждается. Он нуждается в вашей любви, он нуждается в вашей преданности. Может быть, вы еще не дошли до той фазы, когда люди признаются друг другу в чувствах. Тогда подведите к этому моменту. Пусть он вам признается, признайтесь ему сами. Вот это важно, важно. Вот до конца месяца идет этот критический период. Конец месяца, начало нового месяца у вас как развязка происходит. Развязка. И я не буду лукавить. Я вот вижу, кто-то сойдется, прям прилипнет друг к другу, и отношения наладятся. А у кого-то прям и ссора может произойти. Вот на той же почве ревности и нехватки любви. Мои хорошие, конечно, решать вам, выбирать вам. Я просто уверена, что все мои зрительницы очень умные женщины. Женщины практичные, женщины, которые понимают, чего они хотят от жизни, да, и с кем они хотят этого от жизни. Поэтому действуйте, девочки. Не пускайте все на самотек. Я вас предупредила, я о состоянии мужчины вам рассказала. Поэтому принимайте меры, готовьтесь. Разговор у вас неизбежен, он 100% произойдет. Результат, я уже сказала, да, тут 50 на 50. Кто-то поссорится, а кто-то вот прям сойдется, соединится душой и телом, как говорится. Для тех, кто поссорится, это не точка, это будет такая небольшая пауза. Любите вы друг друга, да, по крайней мере, мужчина точно любит. Так просто он вас не отпустит. Нервы, конечно, потрепет, но не отпустит. А для тех, кто сойдется, смотрите, как у вас тут все шикарно. Мужчина прям окружит вас и любовью, и вниманием, и какими-то подарочками вас забросает, и вообще на руках будет вас носить. Здесь красота идет. Так, еще. Чего он хочет от вас? Здесь мужчина, как еще претензию имеет, да, по поводу интима. Если у вас интима еще не было, то он очень хотел бы этого интима. Он сходит с ума, он уже себя не контролирует, очень хочется. Либо, если у вас есть интим, да, вы как-то себя очень скованно ведете. Он не понимает, нравится, не нравится, подходим, не подходим друг к другу. В принципе, как довольны вы, недовольны. Вы либо поговорите с ним на эту тему, либо будьте более раскованной в кровати. Ему тоже это поможет. Да, он сейчас просто как бесится, понимаете, бесится и себе жизнь осложняет, и вам жизнь осложняет. Да, такой, знаете, говорит, я несчастный, она меня не любит, она мне, возможно, не верна, да, может, у нее там на уме другие мужики, я не знаю, не понимаю, она мне ничего не говорит, я все должен угадывать, додумывать, да, такое состояние. Так, и еще, девочки, кто на расстоянии находится? Здесь почему-то мужчина прям 100% уверен, что вы в окружении других мужиков, что у вас просто какой-то колоссальный выбор мужчин, и вы прям перебираете, да, сегодня я с тобой пойду, завтра там с другим, и это как навязчивая идея уже у него в голове. Либо вас действительно оговорили, либо вы что-то спровоцировали, может быть, что-то сами сказали, может быть, какие-то фотографии, да, опубликовали. Здесь точно надо поговорить, иначе вы мужчину можете потерять.
потерять, он просто сойдет с ума от ревности и, ну, может наговорить всяких гадостей и, как, знаете, самоудалиться, там, заблокировать вас. Может это сделать. Потом, конечно, будет жалеть, и вы, я вижу, будете жалеть. Вот все можно наладить здесь и сейчас. Поговорить, объяснить. Понятно, что доказывать ничего ему не надо, просто вот на слово, да, пусть поверит на слово. Если он вас любит, он, конечно же, должен вам доверять. Так, мои хорошие, любит он вас, любит, не понимает, любите ли вы. От этого он бесится, от этого все эти вопросы и неприятности. Так, еще кто смотрит на мужчину несвободного, потому что здесь есть такие девочки, я вот это вижу. Вы смотрите на этого несвободного мужчину, между вами симпатия, даже какая-то влюбленность прям читается. Мужчина сходит по вам с ума именно вот в интимном. Ему очень вас хочется. Он ни на кого не смотреть не может, не думать ни о ком не может, только о вас. Вы настолько его соблазнили, вы настолько внедрились в его мозг, знаете, как под кожу ему залезли. Вот. Он уже себя практически не контролирует. Если он на какое-то время будет выпадать, пропадать, либо как-то игнорить вас, это вот боится сорваться, девочки, боится сорваться. Да, до такого даже дошло. Мужчина, в принципе, готов ко всему и сразу. Если вы его поманите, ну, его тут ничего не удержит. Абсолютно ничего. И знайте, что в ваших руках жизнь, судьба и будущее этого мужчины. Если вы испытываете к нему действительно настоящие чувства и без него жизни не видите, ну, вы будете вместе. Если вы просто решили как испытать судьбу, попробовать, лучше воздержитесь. Потому что этот мужчина, он как однолюб идет, понимаете. Если он в вас влюбится вот окончательно и бесповоротно, все, это как репях, да, от него уже не отделаешься. Вот. Для себя вот ответьте на вопрос, нужен он вам или нет. Может быть, стоит немножечко сбавить обороты в общении с несвободным мужчиной. Да, потому что все-таки на кону его семья, ваша жизнь, да, и его будущее. Подумайте об этом. Я ничего советовать не буду. Я думаю, что вы сами разберетесь без моих советов. Я просто вас предупредила. Мужчина выглядит сильным, но очень тонкая душевная конструкция у этого человека. Сильные бурные эмоции ему вредны. Да, либо он с ними как бы не справляется, да, не вывозит этого эмоционального напора. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.